О, сегодня у нас беспробежечка. Беспробежка Аква. Красотка. Хоба. Сейчас скажу, чуть-чуть назад надо будет. Ага. Заднюю. Ага. Еще назад. Стоп. Все. Есть пробитие небольшое. А, там есть. Да. Знаешь почему? Потому что вот тут сделано. Подкрыльника нет, поэтому. Да, ну как не подкрыльника, просто это болезнь у всех. Там есть лайфхак такой, запихивает всякие бутылки там и так далее. Да, батя сразу учится. Да? Пенопласт засовывает. Или пенопласт засовывает. В общем, чё? Почем взял? 750. Хвастайся, 750? Без пробежка? Ну, 75. 75 тысяч пробег. Где покупали? Одесса. А ты чисто на рынке купил? Через дром. Через что? Дром. А, через дром. Просто по объявлению, да? Да. Ну рассказывай, что такое максимальная комплектация? Покажи мне. Ну вот это я уже увидел. Ну да. Ребят, смотрите, что есть. Омыватель фар. Туманочки есть. Это какой год? Это 14. 14 год. А почему не... 13. 13? Это черный какой-то вот тут вот обрамление черное у фар есть. Что еще? Смотрим размер шин. Всегда обращаю внимание, ребят, на размер шин. 175 на 65 на 15. Не шоркает ничего? Есть? Нормально, Да. Вот еще, кстати, вот это это вот родная юбочка, да? Это специальная аэродинамическая юбочка, но я всегда задеваешь, и такое ощущение, как будто машина маленькая. да? Такое ощущение. Но я ее убирал у себя, просто взял и снял, чтобы... Мне нравится издалека. А, когда... Более низко будто бы. Повторители есть. Повторители в ушах есть. Парень молодой, катается, кайфует. Так, смотрим, салон. Итак, белый пластик сверху. Здесь тоже у нас все. Низкочастотные. Низкочастотник есть. Какая, видите, большая колонка, диаметр какой. О, пузыревое дело, блин. О, пузырь. Здоровая колонка, кстати, тут звук четкий. Ну, единственное, то, что нету тут какой-то кожи. Вот чуть-чуть на подлокотнике есть какая-то тряпка вот такая. Теперь дальше идем. Салон интересный, цвет. Интересный цвет. У меня такого же цвета сейчас. Обшивка, кожа только. А-ля Lexus такой приятный вот этот цвет. Ну, кому-то может не нравится, но это крутой лексусовский, да, цвет? Дорого, богато. Ну, Эва коврики где делал, кстати? Похвастайся. Не помню. Ева коврик называется. ЕКТ. Там? Там, где Билибина. Где Билибина? Наш, да, ребята? Есть у тебя номер его? Есть. Знаете, почему я всегда обращаю на коврики внимание? Потому что есть культура изготовления этих ковров. Вот видите, как сделано? Прям вот заподлицо, потому что иногда люди сидят там в раскорячку, там ногами везде пинают эти вот боковые обшивки, да? А тут он сделал вот такие бортики. Нормальная липучка у него везде, не жопится. Не одна липучка, не две, а 3 липучки поставил. Сразу ему лайк тому, кто это делал. Материал плотный, прям я чувствую, какой он плотный, толстый. Сейчас еще на водительскую сторону посмотрим, что сделано. Это отдельно как бы идет. Так, у меня Аква была, ну чуть-чуть попроще у меня была. Обрамление воздуховодов. Закрывается она вот так, хоп, хоп. А-ля, где-то я видел каком-то Рено или на чем я видел, тоже так же закрывалась. И вот так крутится вот. Видите, хоп, хоп. Удобно. Кстати, зимой вот так берешь, поворачиваешь. На окно. Хоп, и на окно, да, классно. Так, было вот так, по-моему. В общем, окошечко есть вот такое маленькое, прикольное. Так, дальше. Да, сейчас, секундочку. А-ля лакшери. Вот такой вот элемент. Тоже дорого-богато. У меня тоже такая сейчас на Esquire есть полосочка. Крашеный пластик, но выглядит как будто... Нет, как будто металл. Да. Выглядит как будто металл, но это пластик. Да, кстати, вот смотрите, что еще есть. Тоже элемент лакшери на Акве. Это хромированные ручки. Потому что бывает просто пластик. Тоже. Так, дальше что идем? Ну, магнитофончик.
Родной? Да, родной, но я не по Bluetooth, но как-то он тут белым все это портит, так Да. скажем, да? Вот. Это старый, кстати, это Dory Style, потому что вот эта шайба есть. Ну, по мне она удобнее, чем вот новые вот на кнопках, да. Потому что так трак-трак прибавил, сколько тебе надо. Так, дальше. Именно вот с синеньким вот этим вот отражением такая ручка стоит почему-то дороже, ее фиг найдешь. Бывают всегда обычные ручки. Почему-то они оставили вот такую культяпку. Ну, чтобы, видимо, удешевить производство или что. А просто могли бы и джойстик поставить. Ну, как сделали, так сделали. Прикуриватель вот здесь находится у нас. 2 отсека под кофе-мофе. Так, что у нас здесь? Тут что-нибудь тоже можно кинуть, телефончик. Один раз у меня было такое, то что мужчина сел и говорит: о, какой классный дизайн. Я такой говорю: а где дизайн? Он говорит: я типа художник, занимаюсь деревом туда-сюда. И просто первый раз, я говорю: что за машина? Я говорю: Аква. Он говорит: как-то прикольно сделано, типа первая высота, симметрия какая-то. Здесь тоже как бы так же сделано, как там. Хоп. Ну это стилист кто-то подумал, покурил. Чем-то покурил или что-то покурил. Короче, дизайн сделал такой красивый. Хоп. Здесь закругленность. Здесь как бы тоже скроенные углы. Все как по-современному. Это urban style, так скажем. Ну, городской стиль. Теперь бардачок единственный. Вот даже смотрите размер какой, что может залезть вот такая вот упаковка. Упаковка залазит, плюс документы, все. Нормальный большой бардачок, удобный. Вписывается. Но мне нравится, как бы молодежная машина. Как бы для двоих она вообще зачет. Подогрев сиденья есть. Почему-то одного, да? Почему? А, левый, правый. Левый, А, правый. это левый, правый. Просто в одна ступень. Либо включена, либо выключена. Нагрелся, отключил. Нету там 2 ступени. У меня 2 ступени просто. Так, что еще у нас дальше здесь? Сейчас пересяду. Да, сейчас пересяду на водительское, а потом задний пассажир. Вдвоем сядем с хозяином, посмотрим. Итак, это был салон. В чем отличие? То, что это Dory Style. В принципе, этот стопак стоит дешевле. Если разбить его туда-сюда, он стоит дешевле. Но у меня еще вот тут такая накладка была в цвет кузова. Это как элемент тюнинга. Может быть, если не поленюсь, на свою машину зимний обзор прикреплю. Так, потом багажником займемся. Сейчас, раз уже в салон полез, в салоне еще покажу. Двери широкие, кстати, здоровая дверь. Залазить вообще сюда удобно. Хоп, для девушки, для парня, в принципе. Так, что мы имеем? Даже в стоке, по-моему, ну у меня, по крайней мере, тоже был мультируль. Да, здесь полный мультируль. У меня кожи не было, просто был пластик. Я сам обтянул, помню. Итак, здесь есть громкость, есть треки переключать, температуру прибавить, потому что климат у нас климат. О, так, хозяин звонят. Климат у нас автоматический, поэтому здесь, чтобы сюда не тянуться, хотя это вот шайбочка удобно. Хоп, хоп, сколько надо, подтянул. Так, наверное, заведу я ее. Посмотрим. Приборная панель у нас выполнена в виде монохрома. Монохром. Все, вот температура за бортом 24 градуса, 85 тысяч пробег. Очень экономичная. Сейчас я вот тут понажимаю кнопочки. А вот километр на литр сколько? Ага, так, трип 1. Трип. Так, смотрим. 14,7 километр на литр. В общем, 150 километров на 10 литров проезжает. Как бы как-то так. Это где-то около 7 литров. Не знаю, в какой интенсивность какая была, но большой пробег. 9795 проехал, поэтому неизвестно, какой режим работы был. Так, дальше. 6000, вот трип, что это, Б? 15,1. 150 километров на 1 литре. Так, сейчас еще хозяина научу, как пользоваться климатом. Вот авто. Набираем 25,5. Всех учу. 25,5 авто. Оба, все. Он сам знает, когда я ему что переключить. 25 градусов в салоне. Это лучше, чем 40 градусов снаружи. Поэтому все равно тебе будет комфортно. Можно меньше сделать. Я сейчас езжу прям,
чтобы кондиционер не напрягался на 26. Авто. Все. Здесь продублирована вот эта вот кнопочка. Можно прибавить, убавить. Вот я сейчас нажимаю, видите. Хоп-хоп, убавить. 26. У меня сейчас 26,5 стоит. Климат такой простенький, как бы на кнопочках, удобненько. Так, здесь вот человек придумал под очки себе. И у меня вот этой штуки не было. Это просто... Не, да, он... Туда. Туда толкать? Толкать надо? А надо отодвинуть, а потом она открывается, да? Фига себе. Вот такой вот небольшой вот тут бардачок есть. Вот мы примерно формат вот диск залазит. Где-то их можно тут пачку поставить. Хоба. И потом хоп. Ну такой бардачок. Но это родной, оригинальный бардачок. Ну-ка. Подлокотник. Нормально. Теперь. Вот это я не знаю, что это такое. Это ионизатор воздуха. Да, это, по-моему, внутри там. Я не знаю, но я не знаю, где он стоит. Эта штучка, это чтобы, когда ты едешь, звук такой создается. Гулдящий звук. Я его тоже отключаю. Вот. Сейчас посмотрим, наверное. Хозяина потом попрошу, как работает омыватель. Ну-ка. Да, вот он полил. О, ладно. Не будем хулиганить, потому что машинка... Так. Дворники вот так включаются еще задние. Все, вырубаем. Так. Ну что тут еще? Руль Приуса. Также колонка такая же, как у Приуса. Вверх-вниз, вперед-назад выдвигается. Вот тут вот такая штучка есть, удобненько, можно все положить. Ну, я вот... Подключи вроде. Подключи, так и сделано, да? Но она будет брякать, потому что тут нету резиночки. Вот. Уже сигналочка стоит, в принципе. Вот, электронка идеально была сидеть. От электронки. Но это я не советую, ребят. Я противник это все. Ну, сидишь тут классно. Теперь еще вот момент, вот кто делал, да? По поводу все-таки газа. Коврик, видите, плотный, да, такой? И получается, человек на газ надавливает и нифига не может на ней топнуть. А на самом деле машина-то быстрая, машина-то дерзкая. Она вообще нормально так подрывает, такая прям хорошая. Ну, полторашка здесь. Так, пойдем под капотку посмотрим, наверное. И задний ряд сидений сядем. Садись рядышком, посмотрим, как мы вдвоем сидим. Кто-то скажет. Да, белая обшивка дверей. Но это все пластиковое, ребят. Даже если вы тут что-то зачуханите, просто берешь, вот, примерно, профан, ну 1000 это не для него, не для пластика, это для двигателей. Берешь 2000-ник и все, и никаких проблем. Это все отмывается вообще прям легко. Хоба, садишься, вот, сам за собой. Есть кулак? Есть. Я 1,70 м. Единственное, у меня был косяк, то что не было воздуховодов задним пассажиром. Вот этот был косяк, да, тут тоже, по-моему, нету. Вот задним пассажиром у меня доставалось здесь, ножки мерзли, поэтому вот такой вот момент есть. Здесь подголовники, хоба, вот такой подстаканничек, как десептикон выскакивает. Так, тут подлокотника нету, да, подлокотником обделили, сверху идет ремень. Вот так его хоп-хоп и сюда втыкаешь. Ладно, сейчас темновато. Ну, третьему тут сидеть можно, в принципе, как бы раздвинутыми ногами между вот этой штукой. Но будет, мягко говоря, не очень. Да. Ладно, пойдем багажник посмотрим. Багажником, а потом под капоточку. Да, кстати, всем рекомендую. Вот свежие машинки. Раз, два. Вот. Раз, два. Очень четко закрываются двери. Раз щелчок, два щелчок. Либо просто легонечко вот. Как холодильник. Это что у нас? Автотранзит какой-то, да? Это их реклама, грубо говоря. Ну, не знаю, никого не рекламирую. Думайте сами, стоит, не стоит обращаться. Вот камера заднего вида. Ну, хорошо, что хоть рамочка уже есть. Уже какая-то цена, можно сказать, уменьшена. Там, допустим, рамки сейчас стоят тоже денег. Оп, тут целый кемпинг у нас.
Да? Да. Ну, примерно можете понимать, что тут багажник для чего? Чтобы вот так вот спокойненько куда-то выехать на природу, да? Хватит же положить. Что это? Два стула хороших вот этих с подлокотниками, да? Да. Что тут? Гитара. Спальник. Можно вот так вот вверх, хоп, поднял. Хоба. Допустим, одного везете, ну, вдвоем едете, троем едете. Вот тут можно больше бутера накидать. Я сюда закидывал лодку с мотором. Это я точно помню. Еще удобно, очень удобно сделано. Специальный лючок, чтобы менять быстренько, потому что ходовая часть, амортизатор, вот видите, амортизатор и пружина. Ну, быстро может человек сам поменять в одинокого. Не надо там стойки разбирать, какие-то обшивки. Подсветка багажника загорается. Ну, багажник приятный. В принципе, я тут даже помню не стиральную машинку, а эту привозил. Посудомоечную машину. Так, что еще у нас есть? Небольшая обшивочка такая. Тоже ручка. Хоп. Ну, классно. Такая, как бы она и позиционирует себя как городской автомобиль. Итак, теперь под капоткой полазим. Посмотрим, что под капотом. Так. У нас под капот у нас. Вот мы помыли. Штучки так вылетают. И от комаров, от мошки. Да и вообще просто за КамАЗом где-нибудь едешь. Одной рукой. Зацепи, пожалуйста. Вот она. Простая культяпочка стоит. Повыше подними чуть-чуть. Вот, все. Два режима. Повыше и можно пониже. Итак, ну двигатель легендарный. От Prius 30, то есть 20-го старичка. Только модернизированный. Поставили клапан EGR, вот тут он сбоку. Не сбоку, вот он, по привычке сбоку. Вот клапан EGR тут стоит. Как-то тут сделано так, что он особо не засоряется. Специальный поток воздуха, завихрения, чтобы были. Ну, чуть-чуть грязновато, но надо полагать. Вот, видно, что подкрылок куда-то делся, да? Или нет? У меня защита просто была. У меня всегда защита железная. Поэтому я полы давно не видел. И всегда удивляюсь, когда вижу полы. Итак, здесь под капотом у нас вот такая маленькая штучка есть. Был такой вопрос одного хейтера. Ну, это просто единичный случай. Когда аккумулятор сел, да, вот прикурка есть. Вот здесь. Либо снятие аккумулятора. Вот эту фишку можно снимать. Это плюс. А так как аккумулятор у вас там там, где мы сейчас будем снимать, это плюс. Его надо снимать аккуратно. И дощелкивать его аккуратно, чтобы прям воткнуть туда его, чтобы щелчок услышать. А если он там не дощелкнулся, и вы поехали, и у вас он будет там отходить, где-то коротить, замыкать, то у вас могут возникнуть офигенные проблемы. Но это можно снимать. Так что я со своими ребятами посоветовался, они говорят, это просто плюсовой проводок. Чтобы не лазить, так скажем, под сиденье. Здесь тут под сиденьем. Ну, чуть-чуть грязновато. Ну, вот так выглядит. Все, казалось бы, тут какие-то трубки, там что-то. Но вам сюда лазить вообще незачем, абсолютно. Они ходят и ходят по 200, по 300 тысяч, поэтому смысла сюда лазить нет. Фильтр маленький. Там, ну, как обычно, масло меняешь, фильтр меняешь. Все, там, антифриз там на зиму. Ну, и все. Омывайку, да. Вот омываечку залил, хоп, все. Вот этот берет тоже, походу, делать отсюда, да? Ну все, этот берет оттуда. Ну что, будем приступать к разборочке. Человек просто приехал после перегона посмотреть, контакты почистить, чтобы быть спокойным. Я думаю, это правильное решение. Вообще абсолютно. Да, еще у меня, кстати, не было плавничка. Акулий плавник. У меня была простая антенка. Хотя у меня 12-й год был. А это какой? Это 13-й. По-моему, с 15-го года пошел рестайл. Рестайл чуть-чуть изменился там. Формой стопаков. Вот сейчас я вот так вот сниму. И рядом картинку поставлю.
Вот тут вот поставлю картинку, как рестайл выглядит. Это до рестайл и как выглядит рестайл. Там какие-то вот такие полосочки пошли. Да. Ну и все. А по сути кузов не изменился. Салон там может быть чуть-чуть климат поменялся. И все. Имеется на крыше вот такая выемка. Кто-то там подумает, что там снег упал там и так далее. А на самом деле это аэродинамика здесь. И вот даже на капоте видно вот сейчас. Капот какой. Хоп-хоп, тоже вот такая горбинка есть. Это все аэродинамика. Все просчитывалось на трубе, чтобы меньше коэффициент лобового сопротивления был. Поэтому это самый экономичный автомобиль. Ну я не знаю, сейчас он считается самым экономичным. Your subtleties that strangle me, I can't explain myself at all. Именно в таком форм-факторе в своем роде, потому что у него 25 километров на литр он проезжает. Есть Honda Fit гибрид, они вместе с ним там соревновались, и потом, когда Aqua сделала еще рестайл, что-то там подкрутили у себя, и она опять стала самой экономичной. В принципе, форумы, если кто читал, эту информацию знает. Это я для новичков рассказываю, поэтому это самый экономичный автомобиль вообще в своем классе. Витз там литровый даже рядом не стоит. По идее, даже с Приусом Витз не стоит. Потому что Витз сейчас будет на кондиционере просто стоять и калматить. А эта машинка, видите, слышите, он что-то пикает тут непонятно. Она просто на батареечке стоит, кондиционер работает, в салоне холодно, ну приятно в салоне, на улице 40 градусов. Картинку даже поставлю вот эту прикольную, где Якус находится рядом с солнцем. Ну, прикол, знаешь, да? Видел? Вот этот прикол сюда приклею здесь рядышком. А машина не калматит. А если литр был бы здесь, он бы калматил бы сейчас стоял. Согласись? И это все расход топлива. Его бы вот так вот калашматило всего. Ну да ладно, все. Будем приступать к главному. Ну да. Цвет классный. Акула. Так и сделаю, кстати. Вот эту фоточку я поставлю. Хоп, на главный вот здесь напишу Aqua BP на проверке ВВБ. И обзор небольшой. В принципе, сколько они сейчас стоят? 800 с копейками они сейчас стоят. Но это до рестайл, он подешевле. Рестайл будет подороже. Еще есть последняя морда вот такая какая-то такая. Последний прям рестайл, он еще чуть дороже. А как сама машина, кузов поменяла, по-моему, сейчас новый еще кузов появился. Но новый кузов я еще как бы не видел, поэтому... Ну и смысл там миллионы отдавать за него. Ладно. Цвет акула, кстати. Давайте посмотрим, как называется этот цвет. У кого такой же цвет, ставьте лайк. Он называется 1G3. 1G3. Крутой цвет. Это мой самый любимый цвет. Хозяин говорит, что это цвет акулы. Но я говорю, что это мокрый асфальт. Раньше он так назывался. Да, у меня корона бочка была когда-то давным-давно в таком цвете. Да, плавник еще. Ну плавник, смотрите, какую форму имеет. Прям такое. Раньше была мода даже, да? На Жигуляк даже лепили с Алиэкспресс. Плавничок, да. Ну еще бы, конечно, ну, помыть бы ее было бы вообще четко для обзора. Ну да ладно. Итак, красотка. Я ее называю Кваква. Кваква. Аква, Кваква. Четкая машинка городская. Самое главное, что она очень экономит топливо, очень хорошо. Когда у нее все в порядке с батареей. Сейчас я ее буду, кстати, батареечку эту снимать. Она находится у нас, она находится вот под этим сиденьем. В принципе, там не так сложно, но есть нюансы. Приступаю. Итак, раму снял, вон там рама. На раме есть моменты такие, где вот сварочные швы. Если бы что-то было с ней не так, она бы давно заржавела. А тут все прям чистенько, как будто только-только сварка была. Хотя машина какого? 14 года? 9 лет. 9 лет автомашине. Смотрите, какой болтик. Видите? Вот просто на болтик посмотрите. Чуть-чуть вот ржавчинку сейчас увидела. Чуть-чуть прям. А болтик как новенький.
Прям вот только-только его закрутили. Я вот такие моменты смотрю всегда. Вот этикетка как блестит. Вот. Как упакован аккумулятор. Все в пленочке. Никто тут ни вандализмом никаким не занимался. Все на месте, блин. Все чистенькое. Сеточка здесь. Ну, сеточка вот. Мы ее для этого и снимаем, чтобы обслужить. Сеточка уже покушала нашей пыли. Может быть, еще японская пыль. Вот еще вот этот момент всегда открываю. Пломба не вскрыта. Смотрите. Девочка. Специальный такой скотч идет. Тут изолента. Поднадкусанная. Но русского, как говорится, кулибина это не остановит. Сделать так, что она была, что она опять снова станет девочкой. Аккуратненько делаешь это, хоба. И все. И назад ее клеишь. А просто если дурачок какой-нибудь взял и хоп, резко дернул, она сразу вот на вот этих вот местах, где тут подрывчики есть, она сразу оторвется. Так что вот такие моменты. В очередной раз смотрим. Это защита от дурака. Пломба, так скажем. Скрыл, а там пломба. Вот все розовенькое. Смотри, какой цвет. Прям. Ну, чуть-чуть еще у меня экран цвет придает. Но реально могу сказать то, что это свежий пластик прям. Ну, как и все, вот. Как обшивки. Видно, что тут никаким профамом не пользовались. Обшивки все чистенькие. Машина чистенькая. Так, хорош. Буду сейчас уже ее сдергивать. Прибавить. Убавить. Итак, сейчас я пока буду компрессор вытаскивать. В общем, правильно парень приехал. Правильно приехал. Вовремя. Потому что вот эта штука забитая. Видите, фильтр. Если его не чистить, то... Ну, короче, сейчас жара 40 градусов, реально на улице. Ей очень жарко. Она, смотрите, какая маленькая. Она жестко, быстро перегревается. И элементы тут сразу отстегиваются. Вот. Поэтому сетку всегда смотреть. Там специальная выемка есть на пластике. Да, вон она. Специальная выемка. Туда, проверял? да, туда фонариком смотреть. Вот эту штучку, вот она на защелках. Тыш-тыш, можно половинку вот так снять. В принципе, не трудно ее чистить. Эту сеточку. Не трудно чистить. Вот подлезть вот так рукой хотя бы, постряхать вот так хотя бы. И все, этого достаточно будет. Все. Не надо там ничего, никаких пылесосов там и так далее. Просто рукой вот эту пластиковую штуку сняли. Вот так рукой поделал, все. Этого достаточно. Ну, конечно, лучше, когда... Сейчас я двумя руками буду делать. Снимай, пожалуйста. Сеточку. Аккуратно. Она, видите, она пристегнутая, поэтому лишний раз стараюсь ее не трогать. Да, вот она. Оба. Так. Она приклеена. Она приклеена чуть-чуть. Это первый раз начинают люди ковырять. Видите? Что-то лип. Двухсторонний скотч. Маленький, тоненький двухсторонний. Самый тоненький двухсторонний скотч. Да? Видно? Видно. Ага. Все, вот эту сеточку вот так хоба. Ну, в принципе, она и так сидит. Сеточка сама выглядит, форм-фактор у нее такой, как москитной сетки. В принципе, у кого нету москитную сетку, просто берете и сами ее сюда можете приклеить на суперклей, либо на термопистолет вот этот вот. В принципе, вот она уже. Мы ее продули. Ну, просто ее очищаешь, она уже все. Вентилятор смотрим. Сколько грязи прошло все-таки, невзирая на эту сетку, прошло прилично вот грязи, да? Видишь, вот. Сейчас я компрессор поднесу. Компрессор поднесем. Сам пригонял.
Да? Пока паузу поставил. А? Пауза пока. А. Компрессор мощный. Мощный компрессор. Смотрим, пыли сколько будет. А тут пыль вот отсюда выходит. Вот отсюда должна выходить пыль. Вот. Ну мало было пыли. Вентилятор этот высокооборотистый, поэтому ему пофиг на это. То, что я так делаю, ему пофиг вообще. Он крепкий. Крепкий, лопастя крепкий. Они не ломаются никогда. Ну, по крайней мере, я не видел, чтобы ломались. Теперь крышку скрываем. Я тут уже... Болтов тут. Так. Скрывалось тут. Пока паузу поставь. Опа. Все, отжимай паузу. Отжато. Так. Чуть-чуть. Но сейчас видно, да? Так, сейчас я этот поправлю. Звука чтоб не было. Видно, как все четко сделано, прям все проводочки. Вот эти хомутики, смотрите, беленькие. Они со временем желтеют. Какой пластик здесь. Такой прям, он желтоватенький, конечно, но он свежий еще. Потому что вообще свежую скрываешь, там почти вот такой же пластик вот этих. Ну, это разный вид пластика. Это плотный. Ну, кто занимается этой печатью, 3D печатью, тот понимает разные виды пластика. Тут такой жесткость не нужна, вот на эти хомутики. Итак, смотрим элементы по очереди, не по очереди. Так, 21, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Так, теперь 1, потому что они как бы по 10 их берут пачками. Так, теперь у нас 10, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 и 10. Да. Батарея родная. Сейчас наверх, на проверочку. Ну и там дальше вердикт поставим. В общем, беспробежечка тоже просит внимания всегда. Сняли, пожалуйста. Цветут и пахнут контакты. Поснимай, пожалуйста, сам проходиком, как тебе там их увеличивать и так далее. Вот. Контакты должны быть примерно вот так вот выглядеть. Без всякой зелени. Вот. Но вот это вот родной цвет. Видишь, она как бы не окисляется. Это родной цвет. А вот это уже зеленые пошли. Рабочие пары. Рабочие пары. Ну, мы поменяем, в принципе. Это без, еще раз напоминаю, то, что это без механического воздействия очищается. Чисто только химией. Работает химия. Потому что если защитный слой вот этой меди снять механически, то она будет по-другому совсем окисливаться и так далее. Поэтому у меня постоянно есть на замену. Итак, сейчас. В принципе, если так и кататься на беспробежке, то можно убить. Вот она выглядит, еще раз показываю, как выглядят элементы. Их тут 20 штук. 20 штучек тут их стоит. Вот этот элемент просто из строя выйдет из-за того, что ему будет плохо от контактов. И плохо из-за того, что сеточка забита. Сетка просто забита, ему жарко. Вот сейчас вот на меня вентилятор дует и как бы хорошо, да? Хотя на улице 50, там 40 градусов, грубо говоря, да? Вот. Но вентилятор спасает, не обязательно кондиционер иметь. Правильно? По идее, человек тоже 36,6. Ну да. У него температура. Всегда вот у меня терпило есть вот такой.
Кто-то сейчас скажет, сам ты терпила. Ну, это хейтеры. Я их тоже понимаю. Давай, чуть-чуть. Сейчас подключаем приборчик. Всего лишь тут 20. А потом поменяем контакт. Всего тут 20 у нас. Всего у нас 20. Начинается всегда, кто-то говорит, откуда плюс начинается. Плюс начинается у нас, ну вот, плюсовая клемма. Так, сейчас глянем, что тут у нас написано. Видите, единственное, у Аквы только бывает заклеена вот эта вот шумочка чуть-чуть. Итак, это у нас минус. Минус у нас где блок находится, вот блок мозги. Потому что тут плюс. Все, поехали. Всегда у меня всегда, пока паузу поставь. Ну все. Минус подсоединяем первый. И пошел. Плюс. Почему-то все минусы окислились. Да? Плюсы все чистенькие. Плюсы чистенькие, минусы все окислены. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну-ка, что получилось? Правильно, 10. Итак, прибор у меня фирменный. Роман, привет. Роману привет, если подписан. Всем пацанам Neo Hybrid Lab, город Владивосток. Всем привет. Подключаемся. Всегда прошу у них сделать этот для быстрой проверки. Но это сложно. Вот сюда фишку снимаешь, сюда чик. Но и так, в принципе, тоже как зачет. Включаем. Сейчас пикнет. Пик. У него пикнул. Нагрузка берет. Пока пауза. В принципе, подключили приборчик. Всего лишь 10 пар, то бишь 20 элементов здесь. Начинаем забег. Стандартный мой забег. 400 метров. Ну, как я так говорю, 400 метров. На самом деле 400 махов, как этот любит говорить Путин. У нас 400 махов. Так, количество элементов. Так, ну все. Так, 400 сохранили. Ну, в принципе, результат сейчас должен быть такой. 400 махов, ну, 400 миллиампер часов. Должно пройти за 3 минуты 15 секунд. Это минимум. Если будет раньше, то плохой результат. Если 3:20, 3:30, 3 минуты 30 секунд, то результат будет четкий. Поехали. Разрядка пошла. Разрядка током 5 ампер. Тут чуть-чуть результат может быть другой, потому что на Приуса 7 ампер всегда делаю. Значит, для Аква, наверное, другой все-таки результат. Это первая моя Аква будет такая, которую я прям тестирую. Ну как, для себя, так скажем. Потому что я уже с Приусами, уже сколько тут занимаюсь, у них 28 элементов, и у них ток разрядки 7 ампер. Значит, здесь будет другой результат. В принципе, это будет как базовая версия. Мне надо будет просто запомнить эти цифры. И потом уже следующая Аква, когда будет, я уже буду знать, что 400 мАч на Акве за такое-то время. Это значит нормально. Это вот результат без пробежки, так скажем. Беспробежной машины. Вот. Ну, вот батареечки вот. Кстати, если запустите батарею, там не будете обслуживать. Ну все, на зарядке 26 разбег. На зарядке, в принципе, никогда не смотрят, потому что токи бегают. На зарядке 26. Это вообще обалденный результат. Вся ровненько зарядилась. Вот. График показывает. 17 минут заряжалась до 1200. В принципе, сколько мы там? 1200 слили, 1200 залили. Это вообще нормально. Все, сейчас обслуживание контактов. Все на месте.
Парня отпускаем. Ну и все, ждите на ютубе новых роликов моих. Контакты там, проверять там эту сеточку. Вот эти батареечки, которые внутри, они просто, ну, пригодятся вот для того, чтобы подкладывать вот так вот. Шучу, конечно, можно еще пауэрбанк сделать. У меня там видео есть, если на моем канале подписаны, я показал, как сделать джамп-стартер, либо пауэрбанку для прикуривателя, как 12 вольт прикуриватель, хоп, туда. Вот. Короче, как-то так. Ладно, пока разрядка идет, все ровненько, вот этот график постоянно я смотрю. Такой же график примерно сделан, как на вот этих, на приусах есть, там всякие шкалы, ты видел? Сколько времени, по времени, сколько амперов там садится. Вот, график пошел. Ну, по приусу могу сказать, то, что первые 400 миллиампер он все проходит. На втором, если сыпется, значит с батарейкой проблемы. Если второй проходит, то это уже нормальная батарея считается. Если третий проходит, четвертый проходит, пятый проходит, то это вообще вот четкие батареи. Это 15-й год и так далее. Тут в принципе 14-й, да? 14-й год. Ну, должна быть в идеале, батарейка уже должна быть хорошая. Но с учетом того, что была сеточка забита, уже все-таки деградация должна пойти. Ну и ток тут маленький почему-то, 5 ампер всего. Ну так заложено, в принципе, программой. Потому что пар меньше, напрягать их, соответственно, надо меньше. Вот видишь, 5 ампер. У Приуса все смотрят, там 7 ампер ток. Вот. В принципе, у меня есть вот Аква, вон там была у меня как-то Аква мертвая. Вот такой вот маленький у нее модуль. А если сравнивать, допустим, с Приусом, еще добавить, грубо говоря, вот это вот модуль, тоже как одну, да, занимает. Еще 6 штучек сюда поставить. Подожди, 7. Так, сколько? 4, 5, 6, 7. Вот такая. Вот такая батарейка у Приуса. Ну, по высоте. Если вот эту считать как модуль, это получается 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Вот такой вот модуль у Приуса. Поэтому, ну и Приус как бы больше, поэтому нужна батареечка побольше. У Саи 32. Еще 5 штучек сюда добавим. Саи. 5 штучек добавим. Вот, раз, два, 4, 5. Смотрим. Короче, вот 5 будет. Это у нас будет Саи. Ставим его сюда. Это будет Саи. Прикреплю картинку, тут что такое Саи, кто не знает. Вот это Саи батарейка. Так, 32. Еще 8 штук. Это будет Краун. Вот где-то вот на таком уровне. Будет Краун батареечка. Понимаете разницу, да? Там боржа такая, топ, жир. Сейчас их много, кстати, стало краунов. Заезжайте, ребят, ко мне. Будем тоже проверять краун. Камри еще есть. Камри тоже 32 у них. Альфард. Альфард. Да, тоже по 30-ник вошел. Ну вот, в принципе, график нормальный. Уже сколько? 4 минуты разряжается. Еще 400, вот сейчас 400. Так, запоминаем. Как эталонный результат. Эталонный результат 4 минуты 48 секунд. Это без пробега машина, с немножко засаленными контактиками, немножечко там пыль была. Вот. И первый проход, ну это как бы эталонно так. Не обязательно, что будет это у всех. 14:32. Все, поехали на второй забег, потому что она самовосстанавливается и сразу же набирает опять. Вот. Разбег, кстати, 0,07. Офигенный разбег. Батарейка четкая. Вот это вообще четко. 0,07 идет. Это просто состояние новой батареи, так скажем. Ну, ты проверял перед тем, как покупать? Ну, повезло. Я могу сказать. Потому что не буду показывать пальцем, не буду рассказывать, но есть ребята, которые нечестные на руку, могут
менять батареи там и так далее. Там что там, в Якутию, ну и быстренько давай, я со своей аквы, моя жена катается, я скину, а ему поставлю, и все стегу там, и нормально будет. А егошние батареи без пробежки себе. Ну я такое как бы знаю, поэтому никому нельзя, ребят, доверять. Всегда проверяйте гибриды перед покупкой. Ну, человеку вот сейчас повезло, парню повезло. Не, я просто посмотрел то, что не скрыто, все нормально. Не скрыто, а как ты не увидишь? Не увидишь. Ну, клеммы, все нормально, типа, все красиво. Всякие там царапинки, все нормально. Не, ты так не увидишь. Да. Да, только вот так вот можно увидеть. Да. Ну повезло. Ну, с аукциона эта машина, поэтому не стоило. Ну, типа. Ну с аукционом она все равно же этим человеком, ну так скажем, назовем это слово, продавцам. Но по-другому на букву Б, да? Вот, барыги. Короче, они могут делать все, что угодно с этой машиной, потому что пока она там продастся и так далее. В общем, я сам лично видел такое, поэтому я бы рассказываю вам. Но это не значит, что прям все там так делают. Кому-то это нафиг не надо. А кто-то этим просто, ну, если есть у него возможность сделать там вот эту батарейку снять, поставить его батарею, если ты нечестный, если там, ну, понимаете, да, то можно так сделать. Так делают люди, в принципе. Ну что, второй заход у нас. Батарейка не собирается разряжаться. Разбег 0,07. Меняем контакты, грубо говоря. И все. Ездишь. Поглядываешь туда каждые полгода на замену контактов. Они через полгода где-то окислятся. Но у нас не такой влажный климат, как в Владивостоке. В принципе, буду смотреть, буду мониторить. В Владивостоке раньше начинают контакты окисляться. Потому что все-таки морское. А здесь у нас долина Туймада, условия, влажность не такая большая. Ну, вообще зимой она вообще себя четкая. Я не знаю, почему думают люди, что он там замерзает. Вот я вот, допустим, объясняю людям всегда так, что КамАЗ, у КамАЗа на улице вообще аккумулятор. Зимой едет КамАЗ, у него аккумулятор прям видно, что вот аккумулятор. У всех грузовиков на улице аккумулятор. И что он там замерзает? Конечно, если ты его оставишь, этот, там, допустим, тот же грузовик, ты вам оставишь, он на улице, там, да, 40-градусный мороз, конечно, там аккумулятору хреново станет. Но он все равно, зарядку, если он будет брать, то он восстановится спокойно. И тут то же самое, такая же вот технология, как старая проверенная технология, не литий-ион, не вот этот литий-ион, вот эти батареечки, которые вот сейчас вот маленькие. Его сейчас в холодильник положи, вот этот литий-ион, ему буквально там, ну, хватит, чтобы он замерз, и он начнет деградацию. Эту батарею положишь в холодильник, она замерзнет, у нее процессы наоборот остановятся, деградация. Потому что химический процесс просто остановится, вот и все. Ну да ладно, это уже отступление, как бы болтовня опять. Кто понимает, тот понимает, потому что, опять-таки, я всегда людям говорю, а вы в школе-то учились? Он говорит, да. Ну а химия была там в школе? В школе химия была? Да. Я говорю, замерзание воды сколько градусов? Вот скажи мне, сколько? 0? Минус 1 начинается. Короче, минусовая температура должна быть. Ну, минус от 1. Нуля. Да, от 0. А замерзание щелочи? Ну, это я уже не знаю. Ну, вот видишь. Щелочь замерзает при, опять-таки, смотря что за щелочь. От минус там 30, от минус 40 начинает замерзать. Щелочь. Это не вода, ребят. Тут не вода внутри. Она не боится, холода. Ей пофиг, это щелочь там внутри. Электролит, грубо говоря. Итак, батарея не собирается садиться, поэтому вот уже вторую мы прошли. Второй этап запоминаем. 4 минуты 55. Болтал я 4 минуты 55 секунд. Он каждый раз сбрасывается и каждый раз ставит на паузу. И всегда можно посмотреть. Вот разница чуть-чуть увеличилась. 0,10. Это 100, то бишь 100. Тут еще как бы после этой нуля еще есть один нолик, по идее. Вот.
Чуть-чуть разбег уже пошел, видно, что черненькая пошла, это первая, она самая сильная, первая. Потому что на первую идет сразу холодный воздух, вот первая, вот, подожди-ка, задняя же, вот он. Долбит, получается, воздух сюда идет и вверх поднимается, поэтому это самое лучшее охлаждение вот здесь, поэтому вот это первое. Он самый сильный, как он здесь по графику и показан. Самый слабый у нас вот 8. Вот я убираю, видите, вот, хоп, внизу. Вот оно, 8 самый. Самый вот 8. Ну это середина, грубо говоря. Потому что в середине всегда нагружено. Мимо нее воздух проходит, а ее никак не охлаждает. Ну как-то так, чисто физический процесс. Итак, третий забег. Поехали. Третий разряд. Вот она опять восстановилась, пока я болтал. Она сама восстанавливается. Друг от дружки переливается быстро. Так, третий заход. Время пошло. Пока пауза. Третий проход. 4 минуты 56 секунд. Давай быстренько и будем, потому что уже 14-12, потому что она сама восстанавливается. Сейчас смотри, 14-12 нижняя. Сейчас я отожму паузу. И она опять станет 14-19. На 5 сразу. 0,05 прибавилось. Поэтому надо быстрее. Это уже 4-й забег пошел. Вот сейчас хозяин спрашивает, а что, если бы она была бы мертвая? Грубо говоря, мы бы до 4-го этапа не дошли. Понимаешь? Она бы уже на 2-м бы себе показала, то, что я уже разрядилась до полного. И было бы вот таким цветом, серенько. Грубо говоря, 14 вольт нам надо. Я сейчас ее сажу, чтобы у меня было 14 вольт. В 14 вольт вот эта вся электроника, которая по бокам, она как реле срабатывает и запускает двигатель. Понимаешь? Считай, сколько уже 4-й этап прошел, получается. Это она все это время стоит на батарейке. Все это время на батарее стоит, кондиционер там, фары горят, кондиционер работает, стоит просто 4 минуты. Это первый этап, потом еще 4 минуты, получается 8, потом еще 4, 12. Грубо говоря, 20 минут она стоит, не заводясь. Потом до 14 вольт она опускается, сигнал дает, машина заводится, быстрыми токами, своими токами заряжает, как ей надо эту батарею. Потом она постоит там, допустим, минуты 2-3 поработает, 4. Хоп, опять заглохнет. Опять забьет там 14 с копейками, встанет, и опять начинает ее садить. Вот такой принцип. И чем чаще у вас заводится, значит у вас кто-то из элементов просел уже. Потому что, вот видишь, вот он упал. Вот сейчас он упал, вот первый, видишь, 14 вольт, но опять он поправляется сам. 14.03, 14 упал, он его зафиксировал, сделал сереньким. Видно, да? Он сереньким его сделал, эта программа так четко сделана, ребятам лайк. И он все равно сопротивляется, смотри. До 14 он упал, и все равно потом бах опять. Сильная батарея, еще имеет силу. Вот сейчас она бы уже завелась. Чтобы вот эти вот меньше, да, вот второй упал, видишь? Сейчас еще посмотрим хотя бы, да, чтобы 13.99 хотя бы было. Смотрим. Она еще сильная, поэтому она может тянуть. Вот третий упал, все, 13.99. Опять 14.02 было, видишь? Она еще сопротивляется. Ну, в принципе, на этом, наверное, уже хватит. Ну ладно, пусть чуть-чуть еще разрядим, чтобы прям уже картинка была. Вот, все. Смотри. Сейчас я объясняю по этому графику, что произошло. Это равномерный у нас 0,08 разбег. Это идеально просто, прям конфетка. Равномерные, они вот сейчас, вот сюда внимание обрати, они по 2 запитаны. По 2. Видишь, вот скреплены между собой. По 2. В них сейчас минимально должно быть 14 вольт. Тогда электроника дает запуск. 14 вольт есть, запуск. А если они потихонечку разряжаются, равномерно, все по 14 разряжаются, а не кто-то там провалился, и он сразу, не успел завестись, и сразу, что-то какой-то провал там получился и так далее, она чик-чек покажет. Здесь равномерно она. Даже она до 14 упала, но все равно 14.02 появляется, 0.3 сопротивляется. И ты не чувствуешь вообще абсолютно
вот этого перепада, когда двигатель заводится. Здесь у нас получился вот такой вот картина. Если вот поставить как пианино, да, вот, тогда чуть-чуть по-другому надо ставить. А вот так пианино надо ставить. Вот, хоба, пианино. Смотрим. Вот первое, сильный, самый сильный, 14-10 у него. Вот первая пара, вторая пара, нормально. Вот третья пара. Третья пара чуть-чуть разрядилась, ну, какой-то минимальный там разбег вообще, вот, ну, реально видно 0,8. Вот как раз вот здесь пишут 0,8. И все, чуть-чуть вот серединка еще нормально держится. Вот только раз, два, три, четыре. Первых отключились. Они сейчас будут именно вот так в таком порядке, как они выскакивали, так они и будут первыми откалываться. Вот мы этот момент упустили, то, что кто именно первый был. По-моему, 8 была первая. В принципе, вот видно. Дополнительно идет график. 8 первая. Подожди, 7. 7 первая. Вот 8 первая. 8-7, середина, грубо говоря. Но с этой батареей прям ничего делать не надо, абсолютно, только обслужить контакты. И просто раз в полгода приходить. Можно на компьютерную диагностику, не обязательно. Компьютерная диагностика покажет. Я уже знаю, что это нормальная батарея сейчас. Я уже буду знать, что через полгода мы обойдемся компьютерной диагностикой. По диагностике компьютерной будет выяснено, закислены ли эти контакты, потому что сопротивление увеличивается. Ну и все. Я всегда вот так увеличиваю. Вот такие контакты зеленые. Это с этой стороны зеленые. И с этой стороны, смотрите, какие черные прям. Это получается как просто так на цветение тратится энергия. А мы сейчас поставим, ну, для образца. Вот такой контакт. Что с этой стороны чистенький. Зелени никакой нет. Что с этой. Кто-то скажет, что он тоже грязный, но я вам скажу, ребята, это не грязный. Это чисто химия тут поработала. Все, что можно было тут органику сожрать, она сожрала. Как-то так. Сейчас поменяю. Ну вот. Еще раз. Какая была, какая стала. Вот все контактики, вот они, чистенькие. Ну, ТО есть ТО. Поэтому с двух сторон вот тут такая грязь прям. Ну как она может работать? А сами пятаки на батарейках, вот они чистые. Наша главная задача, чтобы было хорошее прилегание к пятакам. Все, поставлю быстро. Покажи эту штучку. В общем, показываю, как делать, чтобы эту клепочку туда воткнуть. Когда она родная, она сильно расщеперивается. Ее надо чуть-чуть изолентиком вот так вот примотать. Хоба. Да. И все. Втыкаете. И не забывайте то, что она работает только в середину. Если вы ее доткнете туда вовнутрь, то все, она вылетит. Сильно не запихивайте. Ну все, парень доволен. Не проморгали батареечку. Парень собирается парень в отпуск на ней поехать. Поэтому обслуживание. Погоди. Одна лампочка перегорела. Не горит. Маленькая вот тут лампочка перегорела. Перегоревшая? Да. Ну вот, габаритка. Видишь, там габаритка горит. Здесь не горит. Ну-ка еще фару включи, дальний, ближний, посмотрим. Еще я сзади посмотрю. Так, тут все горит. Сейчас сзади. У кого-то я видел задний стопак, когда задний ход включает, у кого-то одна не горела, так что заднюю. И эти включи. В принципе. Оп, нормально, горят. Опа. Все, всего доброго. Катайся, не ломайся, через полгодика ко мне. Блин, все-таки аква, огонь. Маленькая, шустрая, маневренная. Шустрая. Хоп. На таком маленьком клочке. Быстро фук-фук.
Свет обалденный, стой. Свет обалденный. Смотрите. С блесками. Офигенный перламутрик. Мокрый асфальт. Давай, дружище, до связи. Всем пока. Хулиганит, не будем снимать. Хова. Полетела ляля. Всегда приятно, ребят. Всегда приятно, когда без пробежечка человек думает о том, чтобы это беспробежное состояние, чтобы подольше сохранить. Когда человек об этом думает, это очень хорошо, а не забивает. Даже я могу сказать, что даже без пробежки бывает с проблемами по батарее. Вот, бывает с проблемами приезжает. Ну все, всем пока. До новых встреч. Ставьте лайки, у кого аква. Приезжайте ко мне на диагностику, на проверку ВВБ. Потому что 3 раза подряд просто так люди приезжали ко мне. И у них я обнаруживал просевшие элементы. Которые, в принципе, они еще не дохлые. Но всю картину маслом портят кляксой. Вот. Потому что батарея должна работать дольше, а из-за из-за 1, 2, 3 элементов картина вся портится. Бывает и такое. 3 раза подряд у меня уже такое было, в принципе. Тому, кому я поставил батареечки живые за место тех дохленьких, хромых, косых, вот, они заметили разницу, ощутили результат. Все, всем пока, до новых встреч.